Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. 12 февраля 1969 года приказом МВД СССР номер 54 в управлении административной службы милиции МВД СССР образован 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы. Этот день принято считать днем образования подразделений лицензионно-разрешительной работы. Основополагающим в деятельности подразделения является закон об оружии. На протяжении 2 десятилетий практически ежегодно текст закона видоизменялся в сторону ужесточения контроля за оборотом оружия. И сегодня на тему «Новые правила оборота оружия и патронов» мы разговариваем с нашими гостями. Рада представить вам начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Якутску и городского округа Жатай, подполковника полиции Евгения Медведева, и подполковника, заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по республике Родиона Иванова. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро, Родион Накечевич. Ну, в чем особенность нашей республики в части оборота гражданского оружия? Ну, особенность заключается в том, что все прекрасно знают, что республика наша – это один из самых больших субъектов Российской Федерации и Дальнего Востока. Большой субъект, но очень тяжелой транспортной схемой. Вот это особенность. Ну, традиционно все мужчины в республике у нас любят любительскую охоту. И, соответственно, республика наша входит в 5 самых вооруженных субъектов Федерации. Более 90 тысяч у нас владельцев огнестрельного оружия, которые имеют не 1 единицу, 2 и более. И, соответственно, единиц оружия у нас тоже очень много, более 160 тысяч. А как ведется работа, вот контроль конкретно оружия в районах? За владельцами оружия, да? Да. Особенно в отдаленных, да, районах? Ну, у нас тут, пользуясь тоже моментом, хотел бы очень большую благодарность довести до руководства Министерства внутренних дел, так как они нам оказывают очень большую помощь, особенно это участковые уполномоченные в территориальных районах. Ну, в этом 2018 году у нас штаты повысили, дали более 40 человек единиц штатов для лицензионно-разрешительной работы, поэтому у нас в районах сейчас, если раньше были по 1 инспектору, сейчас у нас 2-3 инспектора в районах, поэтому по нашим приказам мы ежегодно должны владельцев оружия проверять, и в этом нам оказывают очень большую помощь именно участковые уполномоченные на местах. Евгений Андреевич, ну в Якутске и в его пригородах, да, каким образом ведется работа в части выполнения контрольных функций? В городе Якутске и его пригородах нами, значит, на постоянной основе осуществляются профилактические мероприятия, которые направлены на проверку владельцев оружия по месту их жительства и местам их хранения. Конечно же, самое, что является, это, значит, мы проверяем, это правила сохранности наших владельцев огнестрельного оружия, как они хранят оружие, вот, и патроны. В общем, самое, что уделяется при проверке владельцев огнестрельного оружия, это, конечно же, значит, действующие разрешительные документы, сроки их продления, значит, место регистрации, место жительства. И сличаем агрегаты, нанесенные заводом-изготовителем на оружие и в разрешительных документах. И осуществляем также, значит, инструктаж по правилам, мерам безопасности по обращению с оружием. А что можете сказать о нарушителях и вообще какие чаще всего нарушения бывают и какие меры применяются к этому? Но в рамках проверочных мероприятий, которые мы проводим, профилактических мероприятий, чаще всего нарушаются, граждане допускают такие нарушения, как, значит, нарушение сроков регистрации, перерегистрации, разрешительных документов по продлению действующих разрешений. Это, значит, статья 20.11 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. И, значит, второе нарушение – это тоже нарушение сроков регистрации и перерегистрации действующих разрешений, связанных с изменением места жительства. Граждане Российской Федерации обязаны по изменению места жительства обратиться в 2-недельный срок в органы внутренних дел по изменению
своего места жительства. Ну, сегодня отмечается знаменательная юбилейная дата, да? Вы, наверное, хотели бы поздравить своих коллег. Да, конечно. Ну, пользуясь случаем, мы хотели бы поздравить всех наших сотрудников, которые работают на территориях, и также своих ветеранов. У нас очень много ветеранов, которые до сих пор нам очень помогают своим опытом, знаниями. Вот, и здоровья всем, а действующим сотрудникам плодотворной работы. Спасибо большое. У нас сейчас короткая